В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Первый год работы Центра управления регионом обсудил глава республики Айсен Николаев с автономными некоммерческими организациями. Брейнсторминг Дальнего Востока и марафон для хакеров. В Якутске проходит этап межрегионального хакатона про опережение. Национальные игры «Дети Азии» представлены на Олимпийском совете Азии. Айсен Николаев обсудил итоги первого года работы ЦУР, Центра управления регионом, с командами организаций «Диалог» и «Диалог регионы», стратегическим партнером государства в сфере интернет-коммуникаций. Якутия стала первым субъектом, получившей приглашение в центральный офис компании. Как отметил генеральный директор автономной некоммерческой организации Владимир Табак, Центры управления регионами были созданы для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются к органам власти, а также внедрения новых каналов информирования о социально важных изменениях в стране. Отметим, что в прошлом году Центры управления регионами были созданы во всех субъектах федерации. Аналитики компании обрабатывают более 3 миллионов обращений граждан в год. Планируется, что в следующем году 50% управленческих решений в регионах будут приниматься на основе данных ЦУР. Появление ЦУРа год назад и его работа в течение последних месяцев, она показывает его крайнюю необходимость и востребованность. Десятки тысяч обращений граждан Якутии обработаны ЦУРом. Очень важная роль ЦУРа была летом в период лесных пожаров, когда как раз многим людям требовалась помощь, требовалась разъяснительная работа. И уверен, что эту работу мы будем продолжать. Если раньше мы ждали каких-то, крупных публикаций в СМИ, либо крупных обсуждений, сейчас удается сократить это выявление на десятки дней, даже в каких-то случаях. Конечно, мы будем двигаться именно в сторону ускорения этой коммуникации, в сторону тщательного мониторинга и анализа уже от информирования, уже в разработке каких-то видений системных решений по разным отраслям. Полимерный материал «Фрипласт» представили якутские разработчики. Он может выдержать 70 градусов мороза и обладает высокой стойкостью против физических воздействий. По словам стартапера Петра Лукачевского, инновационный проект они реализовывают совместно с Арктическим инновационным центром. Морозостойкий материал может быть 2- или 3-слойным, то есть из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и резины. Также еще и металла. На данный момент разработчики улучшают изделия, далее будут практиковать на легковых машинах, после чего планируют делать еще универсальные детали для любой техники. Полимерный материал выдерживает не только мороз, он устойчиво перенесет и высокую плюсовую температуру. Поэтому можно еще использовать для создания промышленных устройств и деталей для горнодобывающей и строительной отрасли. Резина, она не только холодостойкая, но и, соответственно, жаростойкая, можно тоже так сказать. Да? По этой причине многие горнодобывающие компании уточняются по многим моментам. Например, до 200, до 300, до 400 градусов сможет выдержать, нет, так далее, короче. Ну и, соответственно, мы можем это сделать. Мы можем сделать материал, который от плюс 500 до минус 100, короче. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 266 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 118 приходится на Якутск, в Нерюнгринском районе 20 случаев, в Алданском 16, в Мирнинском районе 15 заразившихся, в Мегино-Кангаласском 11, а в Хангаласском 10. Еще в 20 районах республики зафиксировано от 9 до 1 заболевшего. Хотелось бы отметить, что по данным Росстата 83% умерших от коронавируса – это пациенты в возрасте старше 60 лет. Результаты исследования, проведенного в Великобритании, показали, что у людей в этой возрастной категории вероятность летального исхода в 5 раз выше, чем в группе испытуемых до 50 лет. Среди людей в возрасте от 80 лет риск смерти от коронавируса возрастает более чем в 11 раз. Один из основных способов сохранить свое здоровье остается вакцинация. Старше 60 лет больных много, да, больных много. Все они госпитализируются, лечатся, проводят постковидную углубленную диспансеризацию. Также приходят на вакцинацию
проводим вакцинацию старше 60 лет на дому в колл-центр в регистратуре по номеру 507-211. И вот по заявке терапевты ездят с медсестрами на дому на вакцинацию пожилым старше 60 лет. В Вилюйском Улусе работники медицины прошли углубленную диспансеризацию. Напомним, что для переболевших COVID-19 она началась в соответствии с постановлением правительства страны, которое было подписано в июне этого года. Но сама диспансеризация представляет собой не отдельное мероприятие, а как расширенная версия общей диспансеризации. По итогам углубленной диспансеризации можно будет определить это признаки тромбообразования или повышенной свертываемости крови. И это позволит оценить риск развития тромбоэмболии или ДВС-синдрома. По результатам спирографии будет проводиться исследование Д-димера. Это вот именно тот анализ, который нас показывает тромбообразование или повышенную свертываемость крови. Те граждане, которые не прошли рентгенографию в течение года, они также могут сегодня пройти рентгенографию и флюорографическое обследование. Насыщенная образовательная программа, наполненная знаниями и инсайтами в области онлайн-образования. Этим с участниками дальневосточного хакатона поделятся тренеры и спикеры международного и российского уровней. Сборные команды Якутии, Бурятии, Амурской области и Забайкальского края будут решать кейсы и находить эффективные решения в области онлайн-образования. Проект «Про опережение» проводится совместно с центрами опережающей профессиональной подготовки Дальнего Востока при поддержке Федерального института развития профессионального образования и Министерства образования и науки Якутии. Этап дальневосточного хакатона продлится до 26 ноября. Мы многому научились. После интенсива, проведенного в рамках регионального этапа, мы научились, если конкретно, мы знаем, как из ничего создать готовый продукт, готовый онлайн-курс, как заинтересовать публику и как сделать рабочий продукт, рабочий инструмент. Приоритеты в современном естественно-научном образовании, проблемы и перспективы. В Якутске с таким названием стартовал Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием. Форум объединил около 150 учителей, педагогов дополнительного и профобразования и продлится 3 дня. Мероприятия пройдут на базе Северо-Восточного федерального университета в гибридном формате. Понятно, что он посвящен 30-летию нашей кафедры, потому что она была организована в 1991 году. Но, в принципе, конечно, он организован для всех тех, кто интересуется естественно-научным образованием. Прежде всего, конечно, учителей он должен интересовать. Это учителя биологии, химии, географии, экологии. В Алекминске 2 объекта строятся по национальному проекту «Демография». Один из них – спальный корпус для психоневрологического интерната на 200 мест в местности Селиваново. Подробности у нашего корреспондента. В соответствии с графиком идут работы на строительстве спального корпуса для психоневрологического интерната. На эти дни завершен тепловой контур. Все 3 корпуса подготовлены к дальнейшим работам. Стены сложены, перегородки сделаны. На корпусе В крыша поставлена. На корпусе Б идет установка стропил, крышу. Так. Корпус А подготовлен под изготовление крыши. Так что сдача объекта мы планируем на следующий год. Сдача корпуса примерно через год. За это время предстоит полностью утеплить здание, подвести отопление, произвести сантехнические и отделочные работы. Определенные холода у нас их нет такого понятия, что определенные холода. Работаем в любое время. Сейчас после этого, где-то в конце ноября, наверное, начнем корпус В утепление фасада. Будем также где-то в марте месяце утепление цокольного перекрытия. Еще такое прочее. Септик мы закопали на 200 кубов. Здесь работы еще много, конечно, потому что благоустройства много, все такое прочее, отделка.
Все необходимые материалы в наличии, отметил Александр Михайлович. Что понадобится к лету, будет завезено автозимником. Проблем нет. В принципе, надо работать и сдавать. Больше что тут делать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» представили на Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, которая прошла в Дубае. Якутская делегация во главе с президентом дирекции игры Владимиром Максимовым провела ряд встреч с представителями руководства Департамента азиатских игр и участниками «Дети Азии». В ходе работы были обсуждены подготовка к грядущим играм, гендерное равенство в соревнованиях, бережное отношение к окружающей среде, а также возможность раннего заезда участников для адаптации и прохождения тренировок. Напомним, 7-е летние игры «Дети Азии» пройдут этим летом во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. В Амгинской средней школе номер 2 в рамках Дня школы присвоили школьному шахматному клубу «Бастион» имя Ивана Артемьева. Школа помнит и чтит добрую память о директоре, учителе истории Иване Афанасьевиче. В 2015 году по инициативе директора школы был открыт кабинет шахматного клуба. Значительную часть своего директорского времени он уделял школьному шахматному клубу, считая, что шахматы развивают мышление ребенка. Сегодня занятия по шахматам проводятся ежедневно, где школьники оттачивают свое мастерство. Ежегодно в ряды юных шахматистов вступают новые ребята, проводятся турниры среди учеников школы, одерживаются победы между школьниками района, совершаются выезды на шахматные олимпиады. Пускай вот этот клуб «Бастион» тоже будет не просто так вот комнатой, а пусть он действует, пусть он работает, пусть дети учатся играть в шахматы, это всегда пригодится в жизни. Работа с клубом идет у нас именно с начальных классов. В начальном классе идут обязательно уроки шахмат. Это с 1 по 4 классы. Обязательно дети учат шахматы. Потом уже с 5 по 11 классы дети посещают непосредственно клуб. И уже учатся побеждать, нарабатывается характер и уже достижения идут. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.